17 ноября грузинскими СМИ были распространены комментарии политических деятелей Грузии относительно упразднения так называемой Временной администрации Южной Осетии. В частности, глава грузинского парламента Папуашвили в своем заявлении выразил отрицательную оценку альтернативным выборам, проведенным в 2006 году на подконтрольных Тбилиси в те годы территориях Южной Осетии, заявив, что грузинская власть тем самым предала государственные интересы Грузии. Как мы знаем, в ноябре 2006 года бывшим президентом Грузии Саакашвили было принято решение о формировании этой нелегитимной единицы, структуры, и оно тогда базировалось в селении Курта. Мы считаем, и тогда считали, что это грубейшее нарушение норм международного права, и тогда это явилось как частью не только пропагандистского шага, но и частью той политики государственного терроризма, которая проводила правительство Саакашвили в отношении Южной Осетии. Министр иностранных дел отметил использование в официальной повестке Тбилиси деструктивной терминологии и оценочных суждений времен Гамсахурдия и Саакашвили, обвинений в российской оккупации и так далее. Собственно, сам факт упразднения для нас, конечно, является свидетельством того, что в Грузии кое-какие изменения происходят. Но здесь надо понимать те комментарии, которые последовали в связи с этим решением. В частности, председатель парламента Грузии Папуашвили и мэр Тбилиси Каладзе довольно резко высказались по этому поводу, резко в том плане, какую терминологию они использовали. Здесь мы это расцениваем как часть, собственно, внутриполитической борьбы, которая продолжается в Грузии, носит довольно острый характер. И все решения, принимаемые и касающиеся Южной Осетии, они в целом направлены на свою внутреннюю аудиторию и в контексте той политики, внутриполитической борьбы, которая сейчас проходит в Грузии. Для нас неприемлемы подобные термины, как самочаблу и так далее. Для нас признание России и Южной Осетии – это исторические события, и Россия как гарант мира и безопасности прилагает все усилия для сохранения стабильности. А подобного рода высказывания не способствуют, собственно, этой стабильности и неприемлемы, я еще раз скажу, повторяюсь, для нас абсолютно. Министерство иностранных дел Южной Осетии в очередной раз призвал грузинские власти к реальному восприятию политической действительности, которая сложилась после августа 2008 года. Стелла Бязарова, Алим Бетеев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня.